Вы смотрите актуальное интервью в студии Валерия Наумова. Здравствуйте. Малому и среднему бизнесу оказывается повсеместно государственная поддержка. В частности, предпринимателям предоставляется в аренду государственное имущество. Это здания, строения и нежилые помещения. Насколько активно пользуются такой поддержкой предприниматели региона, расскажет гостья студии Нургустана Пахомова, исполняющая обязанности министра имущественных и земельных отношений Республики Саха-Якутия. Нургустана Николаевна, здравствуйте. Здравствуйте. Как выстроен механизм имущественной поддержки предпринимателей в нашей республике? Имущественная поддержка, она в основном содержится, механизм регулируется двумя федеральными законами. Это 209 федеральный закон, в котором определены сами субъекты малого и среднего предпринимательства. Это у нас юридические лица и физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели и самозанятые. Так? И 135 федеральный закон, который предусматривает порядок предоставления в аренду государственного имущества. В целом у нас порядок, он такой общий, да, это предоставление государственного имущества с торгов. Это либо конкурсы, либо аукционы. Также у нас есть статья 17 прим. 1 135 федерального закона, который предусматривает там 17 случаев, при которых можно предоставлять государственное имущество без торгов. Это как раз-таки касается медицинских организаций, которые могут предоставлять услуги в образовательных учреждениях для сохранения жизни и здоровья работников и учащихся. Также торговые организации, которые также обеспечивают обучение в образовательных учреждениях. Также у нас очень популярная мера – это случаи, когда у нас предоставляется без торгов помещение площадью до 20 квадратных метров. Да? Это вот вы все знаете торговые точки, там, кофе-точки там, и так далее. Вот эти вот, это как раз-таки идет поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства. Также у нас также популярная мера – это когда мы один раз в полгода на 30 календарных дней предоставляем также государственное и муниципальное имущество без торгов. Вот. В основном у нас вот эти вот. Также у нас есть такой случай, когда мы можем предоставить государственное имущество без торгов на основании преференций, да, которые предусмотрены 135-м федеральным законом. Там также предусмотрена преференция в отношении поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых. Соответственно, на каждый случай мы должны получать письменное согласие антимонопольного органа. Вот в основном 3 таких случая у нас предусмотрены при предоставлении земельных участков. В целом у нас в перечне в настоящее время содержится 48 объектов. Это именно только те объекты, которые находятся в казне республики. То есть они свободны от прав третьих лиц, и мы их предоставляем. Да? И можем их предоставить на срок до 5 лет. До 5 лет, соответственно, предприниматель в свободном виде указывает, на какой срок ему до 5 лет это можно предоставить. А какие льготы предоставляются предпринимателям при заключении договора аренды из как раз-таки перечня объектов? В целом у нас для субъектов малого и среднего предпринимательства установлена общая льгота постановлением правительства Республики Саха-Якутия, это номер 6. Мы предпринимателям предоставим льготу в 40% от рыночной стоимости. То есть предприниматель оплачивает от рыночной стоимости арендной платы 60%. Так? Кроме того, именно для тех объектов, которые находятся в перечне субъектов малого и среднего предпринимательства, при предоставлении социально ориентированным организациям у нас идет преференция, льгота, которая, скажем так, предусматривает, растянута на 3 года. Да? В первый год это мы освобождаем от уплаты арендной платы 90%, второй год 80% и на третий год 70%. При этом по общему правилу вся арендная плата у нас определяется на основании рыночной оценки. То есть на основании рыночной оценки мы предоставляем такие льготы. Ну и, как правило, у нас в заявительном порядке можно получить отсрочку от платежей, арендных платежей, в случае, если возникнут какие-то, скажем так, случаи для того, чтобы продлиться. А сколько предпринимателей уже воспользовались возможностью аренды объектов, входящих в перечень? В перечне у нас, как я и проговаривала, у нас всего 48 объектов, но эта работа у нас же велась с 2008 года. С 2008 года, то есть каждый год в целом у нас этот перечень обновляется.
У нас есть требования, установленные правительством Российской Федерации, при которых мы ежегодно этот перечень пополняем на 5 объектов. Так, соответственно, с 2008 года этот перечень у нас ежегодно меняется. И вот в настоящее время у нас в этом перечне состоит 48 объектов. Из них 15 объектов у нас уже сданы в аренду предпринимателям, да, и остальные пока вот, скажем так, не нашли себе пользователя. И в целом у нас получается вот 15 объектов сдали, и это 7 предпринимателей. Также у нас в этом перечне отдельно содержится, ну, не только здание, строение, сооружения, как мы вначале сказали, еще можно в этот перечень включать и земельные участки. Поэтому в этом перечне у нас отдельно есть также 7 земельных участков, которые также, ну, один только из них арендован в настоящее время, а все остальные пока заявители еще не нашли. Вы уже упомянули о том, что каждый год вы стараетесь пополнять перечень, ну, примерно где-то на 5 объектов. А проводится ли министерством работа по обеспечению качества этих самых объектов? Да, вот я сказала, что только у нас получается 15 объектов в настоящее время задействованы. И с учетом того, что у нас невостребованные объекты, соответственно, мы с этого года начали полномасштабную такую работу в части того, чтобы обновить его, этот перечень, и вообще изменить подходы к формированию перечня. Так? Ну, на основании вот того, что мы решили изменить подходы, мы в начале года сделали для себя план проверок. Да? Соответственно, в настоящее время из 48 объектов у нас проверено 35 объектов. 35 объектов. Мы смотрим на предмет состояния, да, в каком оно состоянии находится, требуется ли капитальный ремонт, не является ли это объектом незавершенного строительства и так далее. Да. По результатам проверок, ну, наше имущество в 10 районах расположено, соответственно, специалисты у нас ездили в эти районы, смотрели это все, и у нас некоторые предприниматели изъявили желание приобрести эти объектов, в которых они находятся, да, ну, в рамках малой приватизации, скажем так. Да. Соответственно, у нас объекты из этого перечня также убывают. Соответственно, мы еще и дополняем. Так. Ну и по результатам этих проверок, к сожалению, мы приняли решение, что 17 объектов нам нужно заменять. 17 объектов нам нужно заменять, потому что они, во-первых, не востребованы, и, во-вторых, там есть заявление от органов местного самоуправления, чтобы мы им передали, да, и в целом, так как они не востребованы и находятся в неудовлетворительном состоянии, то мы их исключаем. И взамен мы будем вносить в этот перечень другое имущество. В чем новый подход? Если раньше мы в этом имуществе, которое формируем в этом перечне, мы держали только имущество, которое свободно от прав третьих лиц, то в этом году мы предполагаем, что мы туда будем включать помещения и части помещений, которые находятся в оперативном управлении у наших учреждений. То есть это все вот эти кафешки, кофе-точки и так далее, которые находятся в медицинских, там, образовательных, еще каких-то учреждениях. Соответственно, мы их будем по мере необходимости включать в этот перечень, и тогда у нас появляется, ну, у субъектов малого и среднего предпринимательства, они будут пользоваться вот теми льготами, которые предусмотрены вот этим перечнем. А какие дополнительные меры имущественной поддержки предпринимателей были предприняты в нашей республике в условиях санкций? Но в условиях санкций, к сожалению, такого широкого у нас льготирования не произошло, потому что вы видите, что льготы у нас достаточно большие и так уже действующие, да, но при этом мы все-таки пошли и сделали этот шаг, и, соответственно, мы предоставили рассрочку по арендным платежам именно с апреля по июнь 2020 года. То есть вот как раз, когда самое такое санкционное давление было, вот эта рассрочка была предоставлена. И этой помощью у нас воспользовались 2 предпринимателя, которые как раз-таки арендуют у нас имущество. А где предприниматели и самозанятые могут ознакомиться с этим самым перечнем объектов? Сам перечень, конечно же, у нас содержится на сайте нашего министерства. Да, на сайте нашего министерства есть вкладка «Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства». И в этой вкладке там же есть вот этот вот перечень. То есть нужно нажать, и, соответственно, все это, весь перечень объектов, он там представлен. Он у нас ранжирован по муниципальным образованиям, ну, для удобства предпринимателей. Соответственно, предприниматели, посмотрев имущество, они могут
Если что-то непонятно, они могут обратиться к нашим специалистам, проконсультироваться. Да. Контакты наших специалистов также можно найти на сайте во вкладке «Прийти на прием». Да. То есть можно получить достаточно хорошую консультацию и, соответственно, обратиться с заявлением. И в перечне, то, что мы проговариваем, этот перечень, он в настоящее время до 1 октября он должен быть обновлен. Поэтому я бы хотела обратить внимание наших предпринимателей, что тот перечень, который содержится у нас сейчас, он будет изменен с 1 октября. С 1 октября мы обязаны, и плюс он, мало того, что он будет изменен вот на эти 17 объектов, про которые мы проговаривали, мы еще туда, соответственно, будем обязаны дополнить еще новыми 5 объектами в рамках поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. Нургустан Николаевна, спасибо за вашу беседу, за нашу с вами беседу, за то, что ответили на все наши вопросы. Благодарю вас, что вы пришли. Спасибо. Ну и я напомню, что вы смотрели актуальное интервью. Всего доброго.